основном дверные ручки, перила обязательно. Ну, там, где больше всего дотрагиваются. Чтобы ни одна зараза не проскочила, расскажем, как проводят дезинфекцию многоквартирных домов. Днем раньше посеешь, неделей раньше пожнешь. В Ингушетии проходит весенне-полевая кампания. Искусство ближе, чем кажется. Студия театра и кино «Барт» запустила на своем YouTube-канале онлайн-трансляцию спектаклей. Здравствуйте, это новости 24. Глава республики Махмуд Али Калиматов подписал указ о назначениях в правительстве Ингушетии и региональных ведомствах. Утверждены на своих позициях первый заместитель председателя правительства Михаил Илезов и вице-премьеры Марьям Амриева и Тимур Фаттахов. Также продолжит работу в составе Кабмина республики Тимирлан Зейтов в должности министра культуры, Иосет Бокова, министр образования и науки, Льянова Зарема, министр здравоохранения, Али Дашхаклоев, министр по физической культуре и спорту, Магомед Гагиев, министр сельского хозяйства и продовольствия, Магомед Гадаборшев, министр имущественных и земельных отношений, Беслан Мезиев, председатель комитета по туризму, Анзор Мархиев, председатель комитета по делам молодежи. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона возглавил Микаил Балахоев. Министерство труда, занятости и социального развития Хаджибекар Муталиев, занимавший до этого должность заместителя руководителя ведомства. Исполняющим обязанности министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации назначен Руслан Волков. Продолжит исполнять обязанности министра промышленности и цифрового развития Муса Плиев. Также распоряжением главы республики исполнение обязанностей министра природных ресурсов и экологии Ингушетии возложено на Мухарбека Пугоева. Кроме того, должность начальника Республиканского управления по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций закреплена за Ибрагимом Ганижевым. Муса Гагиев – начальник инспекции строительного и жилищного надзора Республики Ингушетия. Багаудин Муцольгов – начальник управления по организации деятельности мировых судей. По данным оперативного штаба, в России зафиксировано 10 131 случай заболевания новым видом вируса, 698 человек выздоровели, 76 умерло. В Ингушетии, напомню, коронавирусом болеют 25 человек. Подробно о ситуации в регионе рассказали в Роспотребнадзоре. У нас цифра по количеству подтвержденных случаев 25, которая была вчера, она сохраняется. Вот тот прирост, который вчера был, он характеризуется тем, что просто был такой накопительный эффект. У нас часть проб была в Москве на подтверждение, часть проб в Ставрополе. И так получилось, что вот в один день нам дали результаты и оттуда, и отсюда. Поэтому на сегодняшний день из 33 подтвержденных у нас в нашей лаборатории результатов 25 подтверждены референс-центрами, 6 находятся на подтверждении и 2 результата не подтверждены референс-центром, то есть диагноз снят. Вот такая статистика. Кроме того, на наблюдении в домашних условиях, условиях домашней самоизоляции у нас находится 277 человек, 20 человек в стационаре находятся под наблюдением. И в целом мы продолжаем, конечно, работу, особенно идет работа по тому транспорту, который прибывает из других регионов. Это и авиационный транспорт, и железнодорожный транспорт, и автомобильный транспорт. Очень тесное взаимодействие с транспортной прокуратурой. Там создана своя оперативная группа, в которую ходит начальник нашего отдела. И такое очень тесное взаимодействие. Сейчас мы начинаем наращивать темпы этого взаимодействия, вводим какие-то новые методы работы. Потому что по нашим данным, в общем-то, все случаи, практически все случаи, которые мы зарегистрировали на территории нашей республики, они имеют явный эпидемический след, связь. Либо это люди, которые приехали из Москвы, либо это люди, которые были в контакте с приехавшими. Поэтому вот такая взаимосвязь, она побудила нас на то, и нас, и представителей Министерства здравоохранения, в общем, всех министерств, ведомств, которые входят в оперативный штаб, выступить с предложением о том, чтобы ввести какие-то особые ограничительные меры в отношении этого транспорта, который прибывает к нам из других регионов. Особенно хочу подчеркнуть из крупных городов, где сейчас отмечается наиболее высокий рост заболеваемости.
Вот по тем фактам, которые по нашему взаимодействию, по нашей работе, хочется еще раз подчеркнуть, что вчера борт из Москвы прибыл, 120 человек было, то есть достаточно почти полный. Из них только несколько человек было из соседней республики, которых сразу на транспорте они были направлены к своей границе. И все остальные наши жители. Причем очень большой процент, примерно процентов 30 пассажиров, это были маленькие дети. Просто еще раз хочется обратиться к здравому смыслу людей, которые вот сейчас, в это время, ну, скажем так, не сидят на месте и подвергают себя дополнительной опасности. Хотелось бы еще раз попросить, при наличии, скажем, если у вас нет каких-то таких чрезвычайных причин для того, чтобы выезжать, будь это или из этого региона, из того региона, куда тут сюда, к нам в республику, или из республики в другой регион, желательно было, чтобы вы все-таки самоизолировались и сидели где-то на одном месте. Вот эти вот разъезды, они ни к чему хорошему не приведут. А тем более, если взрослые люди подвергают жизнь маленьких детей опасности, такой эпидемиологической опасности, это тоже как бы не заслуживает одобрения. Поэтому здесь нужно очень внимательно относиться к этим вопросам. Из всех заболевших у нас только один человек находится в стабильно тяжелом состоянии. Я уже и раньше говорила, что это человек возрастной, 67 лет, с сопутствующей патологией, серьезной соматической патологией бронхолегочной системы. Он находится в тяжелом состоянии, но это стабильно тяжелое состояние, без тенденции к ухудшению. Он не находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи в состоянии купировать его состояние в настоящий момент. Смертных случаев у нас с подтвержденным диагнозом COVID-2019 не было на территории нашей республики. Будем надеяться, что и дальше эта благоприятная, позитивная тенденция сохранится. Из всех больных, которые у нас сегодня в стационаре находятся, одного еще можно расценивать как состояние средней тяжести, но ближе к относительно удовлетворительному. У остальных, у всех наши коллеги, медицинские работники оценивают состояние как легкое течение заболевания. Правда ли, что заболел врач, он заразил других, и люди, что с ним работают, их посадили на карантин? Вы знаете, ситуация такая, что сейчас мы отслеживаем все контакты заболевших людей. Если кто-нибудь из них был на приеме у врача в течение предыдущих 2 недель, то мы однозначно сразу выносим решение, мы относимся к этой ситуации как к потенциально больному. Мы берем тесты, мы исследуем, если есть первичные какие-то положительные результаты, даже без подтверждения, мы сразу принимаем меры. Если не подтвердится анализ, то очень хорошо. Если он подтвердится, в любом случае мы уже своевременно приняли меры. Поэтому то, что касается медицинских учреждений, здесь особое отношение. Я думаю, жители это понимают, что это в интересах жителей, а наши коллеги-медики, безусловно, тем более понимают, с большим пониманием относятся к этому и сразу принимают все меры, которые мы им, в общем-то, мы вместе вырабатываем эти меры и вместе их осуществляем. В отношении медицинских организаций у нас очень жесткая позиция. Если есть какое-то подозрение, мы сразу приостанавливаем деятельность, а дальше уже разбираемся. Подтверждения того, что заболел врач, на сегодняшний день нет. Старейшины региона обращаются к жителям с просьбой соблюдать правила самоизоляции. Я Лазаревич, да, Хадиаржат, хочу Хадиаржат кишлюжды. Вей бузл нахдмиди, бузл нахди агашхача, вей имам жахр, вей дишаш на яхр, вей хакелаш, вей дал яхр, вей пейхмар яхр, дал салморслат, издие бقوي وی حق لیل صغیرتش الله درج شی به که حکام دول دیوخ شی به که حمق مداخت شی به هم دول سگ ظلم داد دور دام یختت میوخی وی دیش از نه یخ دقل قیک جلات می پتشع و اتوان حاکمش با ویتان واشت خطر لیل دیش واشت اساسیات اساسیات حیبه هم دوش حیدیزل بال مبی حاتيه غير اللي حيدياني أنا بال مغليت لولي درك دنيا دزلز حزبي عدلو بتشع ويحك مش بيجي حرفت صادخ شيء ديزل لور بيشاج لور لي أرمد ولزر داحي مقاح
ويجي شاشت هم حدا ياخد صار ويجي ياخد صار شاشت لرلي تونجش مخل تونجش خل مدي تا لورج بحبيه بيز أبتيك أوج الملخاشي يسقدر ديس لورج ياخد ويجدين ويجي صار ياخد حمدات بعد يتي ويجي أذى ياخد مسنيجا ياخد باقي هاد ديشكن يعني شك ديزل شكحش تأربع تبيلش تمك جديد تيدي هنا قبيشت أرن بولي الحش هيت أغداق كوكرت طلشن حبيب بوخن بيت أغدي هنا هز بيش مش تاني بيش مش تاني قدر ديت أغدي حماش ده شورت أغداق لزر شوشت حمقيتيت شغلر اللي يخشق دي هنا ويك دي بوصل ديشا بوش ديشا شناخ ميوخي شاش دولاش بچاو ياخر دي بچاو مجوخ ويك شين دا بچاو يوخ ويك لرلي شاش لزرج مخيتي تسنجش مخل خارتع مليل زادا اخ بچا متعخلش بعد يتوي مسوي تغيرش بعوي واش كاخر ديش ديشا شناخ يوخ ويك هن زادا داج سق ونش بانش دي هنا عشت مدول دقه زادا يوخ ويك زادا يعني صديق درقاش مسني. Чистый мир на протяжении всего карантинного периода проводит дезинфекцию подъездов многоквартирных домов столицы региона. Заранее предупреждают жителей не выходить из своих квартир, готовят раствор, экипируются и обрабатывают поверхности. Подробности в репортаже. Сотрудники «Чистого мира», как и положено перед началом дезинфекции, экипируют себя в специальные костюмы, надевают медицинские маски, халаты и перчатки. После уже готовят растворы для обработки подъездов. Помогать дезинфикаторам будут 2 смеси для перил и полов. Жидкости в принципе идентичны по составу. В том и другом имеется хлорка. Вот только в растворе для поручней она более безвредна для ткани человека. Как только борцы с инфекцией приготовились к работе, им осталось накачать давление в камере распылителя. В основном дверные ручки, перила обязательно. Ну, там, где больше всего дотрагиваются дети, ребенок, там, жители здесь, которые живут. Ну и, естественно, стены. А так хлоркой обрабатываем полы в основном, чтобы чисто было, дезинфекция хорошая была. Вот. Всего им сегодня придется обработать 7 подъездов по 7 этажей на каждом. О дезинфекции жители предупредили заранее, вывесив листы с памяткой, в связи с чем большинство из них осталось дома. Карантин карантином, а вот есть и те граждане, которые игнорируют правила самоизоляции, причем выпускают своих детей на игровые площадки. Понимая, что люди будут нарушать безопасность, «Чистый мир» проводит обработку и в зонах отдыха. Впрочем, все они были довольны работой вирусных крушителей. Это правильно, дезинфекция в любом случае нас предотвращает от этого заболевания, вирусной инфекции, коронавирус. И учитывая того, что он набирает обороты в нашем мире, это самая правильная позиция. Конечно, было бы правильно, если все люди относились к этому серьезно и сидели бы дома и сохраняли, как скажем так, режим самоизоляции. «Чистый мир» включил в свою программу дезинфекцию всех домов, которые находятся у них на балансе. В график работ во время карантина добавилась ежедневная обработка первых этажей. Это самая посещаемая всеми жителями зона, а полностью подъезды чистятся 2 раза в неделю. Районы у нас охвачены все, то есть у нас охвачен весь Магаз, это 116 домов, которые мы обслуживаем. И охвачен район юбилейный, 105-й массив города Назрани, это 11 домов. Это все те дома, которые мы выиграли по конкурсу, то есть которые мы управляем. Эти работы «Чистый мир» проводит уже неделю, и до конца карантина они не собираются останавливаться. Они призывают жителей проявлять сознательность и в период дезинфекции особенно воздержаться от выхода на улицу. Подобные мероприятия помогут бороться с вирусом, лишив его всех способов распространения. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Хамзат Халухоев, Новости 24. Единороссы сегодня оказали продуктовую помощь маломобильным гражданам нашей республики. Более 2 недель назад на базе Ингушского регионального отделения фракции «Единая Россия» был создан волонтерский центр. Его сотрудники принимают заявки на помощь от тех, кто остро нуждается сейчас, в период карантина. Сегодня развезли продукты первой необходимости по нескольким адресам. Микаил Тангиев об этом подробнее. Лидия Альмурзаевна? Да. Это вас с волонтерского центра «Единой России» беспокоит? Хотели заехать, оказать вам помощь. Говорят, вы звонили нам на горячую линию, обращались. Пожалуйста, приезжайте. Оказать помощь тем, кто в ней нуждается, это одно из самых богоугодных дел перед Всевышним. А поддержка в это непростое для всех время оценивается многократно. Волонтеры регионального центра «Единой России» сегодня раздают продуктовые наборы гражданам в связи с эпидемиологической ситуацией в республике. Нам вот обращение на горячую линию в волонтерский центр «Единой России» поступило.
Приехали вот помочь вам, чем смогли. Раздачу продуктовых наборов проводят ребята из волонтерского центра, который был открыт 23 марта на базе региональной общественной приемной «Единая Россия». С этого дня волонтеры ежедневно обрабатывают десятки звонков со всей республики и оказывают помощь ветеранам, одиноким пожилым людям и малоподвижной группе населения. Вы звонили в волонтерский центр на горячую линию, просили помочь, вот мы приехали. В этот раз внести свою лепту в это благородное дело решили депутаты фракции «Единая Россия» в парламенте Республики Ингушетия. Народные избранники помогли нуждающимся и передали в Ингушское региональное отделение партии 100 комплектов продуктовых наборов. В списке такие продукты первой необходимости, как сахар, мука, растительное масло, гречка и макароны. Вся эта работа организована, и инициатором этой акции стал руководитель фракции в Народном собрании Тумгоев Магомед Умарович. Ну и, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить его от лица Ингушского регионального отделения и от волонтерского центра за оказанную помощь и содействие. Помощь нуждающимся оказали в городе Сунжа. Сегодня здесь также раздали несколько продуктовых наборов для граждан, которые обратились в волонтерский центр. В благородном деле принял участие глава города Хаваш Багудин Сапралиев, напоминая горожанам о мерах предосторожности в период карантина. Все, кто принимает участие в этом деле, уверены, взаимная помощь и поддержка всего народа – это ключ к победе в борьбе со всеобщим недугом. Михаил Тангиев, Мербек Миржоев, Новости 24. Ассоциация фермеров и Минсельхоз инициировали акцию по раздаче более 7 тонн семян картофеля малоимущим и многодетным семьям для посадки в период самоизоляции. Поддержку оказали более 70 семьям. Подробнее в репортаже Светланы Томовой. С доставкой на дом более 70 семей сегодня получили семена картофеля для посадки в своих огородах. Как известно, в период карантина многие жители региона остаются дома, потому и времени свободного в достатке. А чтобы его провели еще и с пользой, и было принято такое решение. В семье Маки Газдиевой 9 детей живут на зарплату мужа в 12 тысяч. Участок свой она заранее вскопала, а вот купить семена возможности не было. Есть возможность, 12 500 мадат. Семена сегодня получила и общественник села Хава Абадиева. Здесь уже все знают о ее пристрастии к огороду. У нее уже высажены лук, чеснок, зелень, малина и прочее. Такому неожиданному подарку она очень рада. Хозяйским глазом тут же начала отбирать семена. Картофель, он хороший посадочный материал, но надо будет несколько дней переждать. Я ее, конечно, переберу обязательно. Так что более крупную отдельно для посадки, более мелкую отдельно. Конечно, эти дни надо с пользой проводить, но не будешь же ты целый день у телевизора лежать, правда ведь? Есть, наверное, люди, которые больше и меня нуждаются, но тем не менее мне тоже его надо было уже покупать. Ждала, думаю, зарплату получу, и рынки сейчас закрытые. Посадочный материал мне очень нужен был. Как известно, в повседневной суете многие забросили свои огороды. Но сейчас, в период самоизоляции, самое время взяться за лопаты и посадить овощи. Большую часть семян выгружают здесь, во дворе администрации Карабулака. А уже оттуда его сотрудники будут развозить их по домам. Мака Ажигова работает в ФОКе города. Из-за пандемии ей приходится сидеть дома с маленькими внуками. Участок у нее небольшой, но, по словам Маки, его хватит, чтобы посадить картофель. Карантин, время больше, я наоборот сейчас больше посажу картошки. И дома детям будет, и нам будет. На базар не выходила. Рядом магазин пойду, мука есть, принесли, сахар есть, чай принесли, макарон, что надо, все принесли. А вот Фатима Хамхоева не так давно сломала ногу. Женщина вынуждена сидеть дома. Соответственно, нет ни работы, ни денег. Огород она успела вскопать с первыми лучами весеннего солнца, но вот засеять его так и не получилось. دا إيت وخواش تامش تحنس كارنتين دياش نعد حين داي حيش مدح نوتس جواغوق ديتس دا دخ سونم دس ناخغات سون جواغوق دا دور بغد بقخلص دا صاد دوتش.
И таких малоимущих семей в Карабулаке с десяток. Каждому поадресно оказывается различная помощь. именно у списка харби, нужно из квартала даин шут, до грязкупа нужно там карантина, цауба, же болба, дух стройка, болба, каждый местно. Царь свободное время духи дехандач, и поэтому сейчас без хажиж, охкаж квартал дают хаж холчи, именно хаж квартал делают чего саду цунаха. Дальше мяли долг, салят, ачун, я дагди хачуна. В сельском поселении Плиева такую помощь получил и Абукар Даурбеков. Мужчина в период карантина выходит разве что в аптеку и ближайший магазин. Теперь он точно знает, чем займется в следующие дни. Благо, огород уже полностью подготовлен к посадке картофеля. Для людей, которые дома сидят, которые без помощи никак не могут выйти дома. Так, карантин у нас, как карантин здесь запрещено ходить здесь по городу. Даже редкий случай, только в магазине позволяет выйти. Еле, да, Семена красного картофеля сорта Рокко выкупили у одного из фермера. 150 сетчатых мешков семян смогли получить все семьи, у которых не было материальной возможности их приобрести. Как известно, в период пандемии, когда некоторые люди остались без заработка, такая помощь точно не будет лишней, считает председатель АКО республики. волна хабан хайца, жна хабил чон Карабулаки, Троицкий, Плангерти, Цукайртурхан, Хаби Хавро, Сархабин, 75 гор, Сигичон, я говорю, мотикон хаяевах. Цар нах эту хубари ходае. Такая поддержка позволит людям прокормить свои семьи экологически чистым продуктом, а если они решат реализовать свой товар, это станет для них дополнительным заработком. Светлана Томова, Магомед Дидигов. Новости 24. Коронавирус для многих остается лишь поводом для иронии. И если простым обывателям сомнения и полное отрицание проблемы можно списать на способ моральной защиты, то некоторых продавцов, которые позволяют себе пренебрегать мерами безопасности, уже можно упрекнуть в халатности по отношению к здоровью клиентов. Наш источник побывал на некоторых точках продаж. Маски сорваны. Первая точка нашей ревизии – рынок на улице Фабричная. Здесь люди живут своей жизнью, и, видимо, призывы пользоваться мерами предосторожности для них пустой звук. Продавцы и покупатели без масок, перчаток и соответствующей экипировки. Очевидно, эти граждане не понимают, что ходят по выжженному полю и, возможно, уже заражены. Точно такая же картина и в торговом доме «Авангард», расположенном по улице Картоева в Назране. Покупателям, как, впрочем, и продавцам, абсолютно плевать на свое здоровье и самочувствие окружающих. Дистанцию никто не соблюдает. Людей тут много. Мы заглянули в еще одну потребительскую точку, так называемый в народе «синий магазин» рядом с железнодорожным переходом в Назране. Такое ощущение, что все сговорились и добровольно идут смерти навстречу. Никого не заботит, что, возможно, могут подцепить инфекцию. Не соблюдает карантин, масок нет, как бы сказать, перчатки нужно носить тоже, и это тоже нет. Так, иногда и не хочется выходить и ходить в эти магазины, потому что не соблюдается правила. А супермаркет «Горянка», который находится во дворе Мархаба, как бальзам на душу. Единственное место, где продавцы не снимают маски. Чего не скажешь о покупателях, которым хоть бы хны. В этом же дворе мы решили посмотреть, как ведут себя фармацевты в аптеках. Что с униформой? Формально маска на лице есть, только она спущена. К слову, точки ремонта телефонов и магазин бытовой техники в Назране «Поиск Хом» продолжают торговлю. Консультанты в масках работают с клиентами в обычном режиме. Половина магазина опечатана, но при желании через ленту пройти не проблема. Осторожно, вас снимает скрытая камера. В следующем репортаже мы расскажем о новых точках с нарушениями. Их не особо заботит, что они должны выполнять указы главы государства и рекомендации по мерам предосторожности. Надеемся, что после этого видеоматериала соответствующие службы примут жесткие меры.
Благотворительная программа «Протяни руку помощи» или по-другому «Социальная корзина» в помощь нуждающимся появилась в некоторых супермаркетах и продуктовых магазинах республики. Наполнить корзину доброты легко, нужно просто выбрать продукт, оплатить его на кассе и при выходе положить в эту емкость, которая сейчас, кстати, только начала наполняться. К вечеру она уже бывает забита продуктами. Нуждающиеся обычно стесняются и порой берут продуктовые наборы из пожертвований неохотно. И поэтому каждые 3 дня сюда наведываются волонтеры и относят содержимое по домам малоимущим семьям. Каждые 3 дня наполняется. Вчера забрали. Основной продукт – гречка, рис, вермишель, конфеты, печенье. Основная эта продукция. На полях тем временем вовсю идет работа. Сеют картофель и ячмень. Занимаются подкормкой озимых. Весенне-посевная кампания проходит по плану. Дефицита продуктов не ожидается, заявляют в Минсельхозе. Более подробная информация далее. Около 24 тысяч гектаров земли, подготовленные под озимую культуру с осени прошлого года. Это как минимум 80% удовлетворительных всходов сегодня. Но остальная часть признана некондиционной. Всему виной нехватка влаги, делятся аграрии. Что касается весенне-посевной кампании, то можно говорить без преувеличения. Картофеля хватит всем. Территория площадью в 150 гектар уже засеяна под эту культуру из отведенных 1100 гектаров. На территории более 200 гектар также посеяли яровой ячмень. Говоря о дальнейших планах, Минсельхоз подчеркивает, что около 280 гектаров земли отведено для овощей. Работы, конечно, начаты, но капризы погоды могут внести существенные изменения в их планы, как и прошлогодний посевной период. На данный момент идут работы по подкормке озимых культур. 4500 тонн удобрения уже есть в наличии, и помех для дальнейших полевых работ нет. Вся необходимая техника, это 500 единиц тракторов и более 1000 прицепного оборудования, уже готовы и находятся в исправном состоянии. Вся техника, она готова и по пропашным техника для того, чтобы спахивать землю. Есть комбайны, есть прицепные, есть трактора, есть гусеничный парк. Он у нас полностью готов для того, чтобы выйти для проведения весенне-полевых работ. Министерство сельского хозяйства – одна из стратегических отраслей страны, от которых зависит продуктовое благополучие населения, и поэтому важно слышать население, делятся аграрии. Тот факт, что многие обеспокоены ситуацией с пандемией и возможным дефицитом продуктов, ни для кого не секрет. Поэтому и было принято решение руководством республики пересмотреть структуру посева и уделить больше внимания овощному набору. Всех волнует вопрос продовольственной безопасности. Можем ли мы себя обеспечить и на сколько процентов мы сможем себя обеспечить сельхозтовара продуктами, основными продуктами. Это хлеб, то есть мука, это картошка, это мясо, молоко. То мы можем сказать, что мы где-то 40% мы сможем себя обеспечить. По муке мы можем себя обеспечить где-то 70-80%. У нас есть мукомольный комбинат. По картошке тоже, если 1000 гектар, картошки мы засеем более 1000 гектар, то я думаю, потребность где-то 60-70% нашей потребности по картошке мы можем закрыть. Железная техника и простой человеческий труд на посевных полях здесь едины в стремлении обеспечить необходимым продовольствием жителей Ингушетии. Посев продолжается, а значит и урожай не за горами. Дана Плиева, Адам Мережков, Магомед Доскиев. Новости 24. Министерство просвещения разрешило регионам при необходимости завершить учебный год для учащихся 1-8 классов досрочно и перенести часть учебных программ на следующий год. Регионы могут изменить календарный график или завершить учебный год для учащихся с 1 по 8 классы по результатам завершенных четвертей, триместров. Для итоговых оценок учитываются результаты всероссийских проверочных работ, которые проведены в дистанционном формате и в сроки, установленные школой. Также регионы, если будет такая необходимость, могут рассмотреть вариант переноса части общеобразовательной программы этого учебного года на следующий. Помимо этого, регионам предписано обеспечить проведение основного государственного экзамена по 2 предметам в очном формате и полноценную реализацию образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, и также федеральных телевизионных каналов для старшеклассников 10-11 классов.
Период добровольного заточения можно провести с пользой для самообразования. Студия театра и кино «Берт» запустила на своем YouTube-канале онлайн-трансляцию спектаклей. Сейчас идет показ постановки «Малхас и Айзи» по пьесе Батрудина Горчханова. В ближайшее время, не выходя из дома, можно будет увидеть и другие спектакли. Как организовали эту работу, расскажет наш корреспондент Дана Плиева. Теперь, чтобы насладиться постановкой, не обязательно ждать сеанса и покупать билет. Специально для своих зрителей в период карантина студия театра и кино «Берт» запустила бесплатную онлайн-трансляцию спектаклей на своем YouTube-канале. Действия спектакля разворачиваются в период позднего средневековья. Суровые законы гор становятся преградой для воссоединения молодых и влюбленных друг в друга Малхас и Айзы. Отношения между ними перерастают в запретные из-за конфликта между их семьями. Так как сегодня сложилась не очень-то простая ситуация, и связана эта ситуация с коронавирусом, мы все находимся на карантине, в изоляции, дома, на работу мы не ходим. Кто-то читает книги дома, кто-то смотрит телевизор. Мы тоже, студия театра и кино, решили перейти в онлайн-режим и радовать нашего дорогого зрителя своей работой в онлайн-режиме, чтобы у вас была возможность посмотреть наши спектакли, посмотреть проделанную нами работу. Идея у студии возникла не случайно. В пределах домашней изоляции тема коронавируса сейчас одна из самых обсуждаемых не только в просторах СМИ и интернет-пространства, но и среди людей. А такие онлайн-показы помогают немного отвлечься от темы инфекции и скрасить будни каждого из нас. Мы переживем и эти беды общими силами, позитивом и надеждой. Желаю вам всего самого наилучшего. Берегите себя, своих близких берегите. Относитесь друг к другу добрее. Как отметил Ваха Хадзиев, в постановке задействованы ведущие мастера театральной сцены, которые переносят зрителя на 2 столетия назад. Дальше по сюжету главный герой спектакля Малхас решает в одиночку противостоять надвигающейся угрозе в виде многочисленного и влиятельного рода своей возлюбленной. Молодой человек одержим мыслью, что для настоящего ингуша количество недругов не имеет значения, если в его груди бьется сердце настоящего мужчины. Но чем же закончится пьеса? Воссоединятся ли главные герои? Если раньше приходилось покупать билет и ждать следующего показа, то теперь узнать, что же будет дальше, не составит труда. Нужно лишь зайти на сайт студии «Берт» в Ютубе. Более того, зрители порадуют новыми постановками в цифровом формате. Информацию о них можно найти в Инстаграме и узнать расписание онлайн-показов. Следующий состоится 11 апреля в 2 часа дня. Дана Плиева, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и берегите